татарам давайте слово дадим. Вот такой большой плакат. Спасибо Как большое, без Владимир татар? У нас Владимирович. без татар невозможно. Меня зовут Елена Калибакина, представляю деловую газету Татарстана «Бизнес онлайн». У меня к вам, просто мне не простят жители Татарстана, если не задам вам именно вот эти вопросы. Вот в своем послании вы говорили о том, что, вернее, подчеркивали, и что не стоит ставить знак равенства между добрым, трудолюбивым народом Турции и правящей верхушкой, что много у нас в Турции надежных друзей. И, как вы знаете, Татарстан за эти годы создал с Турцией много всяких прочных экономических, культурных связей. И вот что же нам делать теперь? Рвать все эти связи, разрывать связь со всем тюркским миром? Ведь именно так была оценена недавняя телеграмма Владимира Мединского с рекомендацией о том, что нужно прервать все контакты с международной организацией Тюрксой. Вот что делать с теми инвесторами из Турции, которые вложили четверть всех иностранных инвестиций в Татарстан? Это мой первый вопрос. И позвольте второй, иначе жители Татарстана точно будут не очень довольны. А второй мой вопрос вот какой. С 1 января 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов должен перестать именоваться президентом по федеральному закону. Но это может стать ударом по национальным чувствам всех, собственно, татар мира. А вы, напомню вам, всегда говорили, что по Конституции это дело внутренней республики, как именовать главу, собственно, региона. Все-таки будет ли федеральный центр настаивать на переименовании должности главы Татарстана? Спасибо. Да, здесь я видел тоже плакатик «Турция», да, давайте, чтобы к этому... Да, пожалуйста, давайте, пожалуйста, прошу. И мы сразу, чтобы и на ваш вопрос отчасти ответить. Прошу, вам, да. Ну, давайте, и вы задайте вопросы, и сейчас мы разберемся. Елена Теслова, информагентство «Анадолу». У меня похожий вопрос. Я тоже хотела начать с того, что в послании к Федеральному собранию вы сказали, что мы не ставим знак равенства между турецким народом и частью турецкой элиты, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Вот. Но на бытовом уровне складывается немного другое впечатление. В посольство Турции в Москве поступают жалобы от студентов, которые говорят, что их отчислили, от бизнесменов, которые жалуются, что их хотят депортировать. Вот как с этим бороться? И второй вопрос касается Сирии. Позиция по судьбе сирийского президента известна. Россия говорит, что должен решить сирийский народ. США и союзники настаивают на том, что у него нет политического будущего. Вот обсуждали ли вы этот вопрос с Джоном Керри, когда он приезжал в Москву? И будет ли этот вопрос подниматься в Нью-Йорке? Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый Владимир, Фуат Сафаров, турецкий информационный агентство «Джихан». Столь стремительное разрушение отношений между Россией и Турцией не выгодно ни одной стороне. Более того, это обоим сторонам принесет только вред. Как вы думаете, в этом сценарии есть какой-то третий участник? Позвольте второй вопрос. Недавно создалась Исламская ассоциация борьбы против ИГИЛа. Но мы знаем, что есть и натовская коалиция, и есть российская сирийская коалиция. И получается три коалиции против ИГИЛа. Неужели так трудно победить с этим злом? Может, здесь другое тело есть, другие планы есть? Может, ваша проблема не ИГИЛа? Спасибо. Может быть, что? Проблема не ИГИЛ? Да, значит... Ну, про Сирию я попробую сказать в конце. Значит, теперь по поводу того конфликта, который возник. Мы считаем, что действия турецких властей – это не в отношении нашего самолета, который они сбили. Это не недружественный, а враждебный акт. Сбили военный самолет, у нас люди погибли. Что нас особенно возмутило? Если бы это был бы несчастный случай, ну, как мы потом слышали, турецкие власти вроде бы даже не знали, что это российский самолет, тогда что делают в этих случаях? Люди же погибли. Сразу снимают трубку
и объясняются друг с другом. Вместо этого сразу побежали в Брюссель, сказать: караул, нас обижают. Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там, что ли? Нет. Начали прикрываться НАТО. А НАТО нужно это для НАТО? Да вроде выяснилось, что тоже нет. Теперь, что вот самое главное, я хочу, чтобы и вы это поняли, и у нас люди услышали, и в Турции тоже услышали. Что нас, кроме того, что трагедия произошла, гибель людей, что нас вот задело, понимаете? Ведь мы же не отказывались от сотрудничества. Я в последний раз был в Анталии, мы разговаривали со всем руководством Турции. И турецкие коллеги поставили перед нами очень чувствительные вопросы и попросили о поддержке. Несмотря на то, что у нас сейчас испортились отношения, я не буду говорить, о чем шла речь. Это совсем не мой стиль. Но поверьте мне, перед нами были поставлены очень чувствительные для Турции вопросы и не вписывающиеся в контекст международного права по тем решениям, которые турецкой стороной предлагались. Представляете, мы сказали: да, понимаем и готовы вам помочь. Вы понимаете, про так называемых туркоманов я слыхом не слыхивал. Я знаю, что туркмены живут, наши родные туркмены в Туркменистане. А здесь понять ничего, нам никто ничего не говорил. Но если мы показали, что мы готовы сотрудничать по очень чувствительным для Турции вопросам, неужели трудно было снять трубку предварительно? Или по имеющимся каналам сотрудничества между военными сказать: знаете, ну ладно, там мы разговаривали, а по этому участку границы не разговаривали, но здесь тоже есть наши интересы, имейте в виду, просим то-то, то-то, или там не наносить удар, то. Никто же даже не сказал ничего. При том, что мы проявили готовность сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам. Зачем надо было это? Я не понимаю, зачем? А чего добились? Они что, думали, что мы сейчас оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Мы свое присутствие увеличили. Количество боевой авиации увеличено. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Мы приводим в нормативное состояние систему ПВО Турции. Отремонтировали уже их ранее поставленные системы ПВО БУК. Весьма эффективные. И если раньше Турция там еще летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, ну теперь пускай полетают. Зачем? Вы спросили, может быть, там третья страна какая-то есть? Я намек ваш понимаю. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы, во-первых, не знаю, нужно это американцам или нет. Можно себе представить, что на каком-то уровне были договоренности о том, что мы здесь вот навернем российский самолет, а вы закройте глаза, что мы зайдем, так скажем, на территорию Ирака и оккупируем часть Ирака. Я не знаю, может быть, такой размен и был. Нам это неизвестно. В любом случае, они всех поставили в очень трудное положение. И, на мой-то взгляд, вы знаете, я вот так смотрю, анализирую все, что там происходило и происходит. Мне кажется, вообще ИГИЛ – это уже второстепенная вещь. Я скажу сейчас о своих собственных наблюдениях. Вот в свое время зашли в Ирак, разрушили страну. Хорошо, плохо, неважно. Возник вакуум. Потом возникли элементы, связанные с торговлей нефтью. И эта ситуация складывалась годами. Ведь там создан бизнес, контрабанда в огромных промышленных масштабах. Потом для того, чтобы защищать эту контрабанду и незаконный экспорт, нужна военная сила. И очень хорошо использовать исламский фактор, привлекать туда пушечное мясо под исламскими лозунгами, которые на самом деле просто исполняют игру, связанную с экономическими интересами.
Вот их туда начали зазывать. Вот так, на мой взгляд, в конечном итоге возник ИГИЛ. Теперь нужно обеспечить пути доставки. Вот мы начали наносить удары по конвоям. Теперь мы видим, что они дробятся, в ночное время передвигаются по 5, по 6, по 10, по 15 машин. Но другой поток, основной, начал уходить в Ирак. И идти там через Ирак, через Курдистан иракский. Ну там в одном месте, я попрошу Минобороны, чтобы они показали, мы обнаружили 11 тысяч бензовозов. 11 тысяч в одном месте, понимаете, просто ужас какой-то. Поэтому, если там третья сторона, я не знаю, вполне вероятен такой сценарий, что, может быть, ни с кем не согласовывали. Но сегодняшние турецкие власти постоянно критикуют так издалека за исламизацию страны. Я сейчас не говорю, плохо это или хорошо, но допускаю, что действующее руководство Турции решило показать американцам и европейцам, да, мы исламизируем страну, но мы такие современные исламисты, цивилизованные. Но говорил же когда-то Рейган про Самоса. Самоса, конечно, негодяй, но он наш негодяй. Имейте в виду, мы исламисты, но мы свои, ваши исламисты. Может быть, и есть такой подтекст. Но ничего хорошего из того, что произошло, не получилось. И цели, даже если были какие-то цели, не только не достигнуты, наоборот, я имею в виду турецкие цели, наоборот, ситуацию только усугубили. Теперь по поводу наших тюркоязычных народов. Конечно, нужно продолжать свои контакты с близкими нам этнически. Я говорю «нам», потому что тюркоязычные народы России – это часть России. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются. И мы, конечно, будем и должны продолжать с ними контакт. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку или в спину наносят нам удары. Причем по непонятным абсолютно причинам. Поэтому на межгосударственном уровне я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством, а на гуманитарном, конечно. Хотя и здесь, конечно, есть проблемы. Я думаю, что и здесь нынешнее турецкое руководство добилось того, чего даже, наверное, не ожидало. Мы вынуждены будем принимать определенные ограничительные меры в экономике и по некоторым другим линиям. Ну, например, это связано с туризмом. Вот та ползучая такая исламизация, от которой бы Ататюрк, наверное, уже в гробу перевернулся, она же, понимаете, она тоже на нас отражается. Мы видим, фиксируем, что в Турции находятся боевики, выходцы, допустим, из Северного Кавказа. Мы много раз уже говорили нашим партнерам, но мы же так не делаем в отношении Турции. Нет, они все равно там сидят, лечатся, их охраняют. Потом они, используя безвизовый въезд, въезжают по турецким паспортам и растворяются. И мы должны вылавливать их потом, либо на Кавказе, либо в наших городах-миллионниках. Поэтому вот это уж мы точно должны будем сделать. Так же, как предпринять некоторые другие шаги, обеспечивающие нашу национальную безопасность. Теперь у вас... Да, по поводу президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства. Вот уже знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну, даже если Чечня сказала «нет», ну, у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно? Может, вот Первый канал все-таки...